Добрый вечер, уважаемые земляки, хангаласы. В этом году Национальный центр медицины отмечает свое 30-летие. Появление в республике Национального центра медицины уникального больничного комплекса, не имеющего аналогов в Сибири и на Дальнем Востоке, несомненно связано с именем первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Первым президентским указом Михаил Ефимович подписал указ 13 января 1992 года о первоочередных мерах по совершенствованию здравоохранения Республики Саха-Якутия, в котором было предусмотрено приоритетное государственное обеспечение учреждений здравоохранения материально-техническими ресурсами, модернизация диагностического и лечебно-реабилитационного оборудования. Также разработан комплекс мер по подготовке и закреплению квалифицированных медицинских и научных кадров. Были изданы основополагающие указы и приняты практические решения, направленные на качественное реформирование здравоохранения, медицинской науки и образования. В 1992 году свои двери открыл клинико-диагностический центр, построенный австрийской компанией Поленский & Зольнер. С 1993 года швейцарская фирма Mobitex начала возведение Центра охраны материнства и детства. 30 июля 1993 года вышел указ президента об объединении Якутского клинико-диагностического центра и Центра охраны материнства и детства и создании Национального центра медицины. К этому моменту Якутский клинико-диагностический центр уже целый год принимал пациентов. В сентябре 1997 года распахнула двери детская поликлиника Центра охраны материнства и детства. В 1998 году открылись еще два подразделения Национального центра медицины, клиника акушерства и гинекологии, перинатологии и педиатрический центр. Рождение медцентра дало импульс по созданию целого ряда служб и направлений, которых до этого в Якутии не было. Отделение гепатодуоденальной хирургии, сосудистой хирургии, перинатальной диагностики, медико-генетических исследований, гипербарической оксигенации, гемодиализа, репродуктивных технологий. На сегодняшний день Национальный центр медицины – это крупный больничный комплекс, в составе которого 5 лечебно-диагностических центров, каждый со своей спецификой. Консультативно-диагностический центр, клинический центр, педиатрический, перинатальный центр. И мы в этом году, 30 апреля, открыли новый кардиососудистый центр. Ежегодно в стенах Национального центра медицины в стационарных отделениях лечится более 30 тысяч пациентов. В амбулаторных подразделениях выполняется около 500 тысяч посещений. Проводится более 13 тысяч операций, в том числе более 4 тысяч детям. Принимаются более 3 тысяч родов. С момента открытия центра ежегодно специалисты внедряют порядка 50 передовых российских и мировых технологий. Наиболее значимыми достижениями последних лет необходимо отнести выполненную трансплантацию сердца и мультиорганную трансплантацию кадаверных органов, которая ознаменовала многолетнюю подготовку всех служб и сотрудников Национального центра медицины и стала неким индикатором развития медицины в республике. Национальный центр медицины с самого дня основания является базой для подготовки специалистов Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. На сегодняшний день обучаются и проходят практику и подготовку на базе 11 кафедр. Сотрудники Национального центра медицины постоянно проходят обучение и стажировки на рабочих местах на базе федеральных клиник, национальных медицинских исследовательских центров. Кроме этого, проходили обучение в клиниках Японии и Кореи. В настоящее время деятельность республиканской больницы выстраивается на принципах качества и безопасности Национального института качества Росздравнадзора. И сегодня наш глава Республики Саха-Якутия подписал указ о присвоении нашему Национальному центру медицины имя первого президента Республики Михаила Ефимовича Николаева. Мудрость и прозорливость первого президента, его воля и сильнейшее стремление дать своему народу новое количество жизни способствовали совершению настоящего прорыва в развитии здравоохранения Якутии. Айсен Сергеевич Николаев. В этом году глубоко уважаемый Михаил Ефимович отмечает свое 85-летие.
Пользуясь возможностью, выражаю от имени коллектива Национального центра медицины и от себя лично наши самые искренние и теплые поздравления с юбилеем. Уважаемый Михаил Ефимович, ваша большая и насыщенная жизнь неразрывно связана с развитием Якутии, всех ее отраслей здравоохранения, образования, культуры, духовности, а также международным признанием нашей республики. Многие революционные новшества и здравоохранения республики связаны с вашим именем. Благодарим вас от имени своего коллектива Национального центра медицины за постоянную поддержку и активное участие нашего центра. Спасибо.